Ласка, подыходьте до пикета правоцентристов. Тут вы доведаетеся про то, на что идут наши податки, и можете зробить свой выбор. Мы потребуем, как мясцовая влада, мясцовые виконкомы были подсправоздачные людям. В Минском городском бюджете на что их надо тратить? Вот берете шарики и бросаете. Вот наш кандидат в депутаты Николай Козлов стоит. Спасибо большое. Не обижены у нас, уверенно. Вы тоже. Вот эти тоже уверенно. Держите маркеры. Маркеры с меня возьми, Вообще, остаточный принцип. Почему? Образование, здравоохранение. Вдруг найдется Но кто-то из УЗИ охраны. вот стояла со скандалом. Все, понятно, спасибо. Спасибо большое вам. Куда бы вы хотели потратить деньги? Цены рисуют. Капремонт домов, образование. Может, чиновникам надо лично. Не надо лично. Нет, надо их лечить, еще как надо. и так здоровые. Все. Чтобы изменить текст Конституции. Пункт 3 статьи 99, который лишает законодателя права законодательной инициативы. Возьмите, пожалуйста, возьмите. Пожалуйста, давайте. Хорошо, мы поняли. Будем рядом ложить. Да. Возьмите, пожалуйста. Вам надо мешок большой вместо банки. Ну ничего. Все ж не поместится. Вот так. Все-таки. Здравоохранение. Вот сюда, да? Я за образование. Спасибо. Все, Францию, Россию. Есть две-три партии, которые борются за власть. Ну, естественно, сегодня я критикую тебя. Завтра ты будешь меня критиковать. Ну, и в этом и есть смысл демократии. Потому что если будет партия Беларусь, значит должны быть и другие партии. Да. Считаю, что деньги должны идти в первую очередь рабочие места, здоровье, образование. У нас не хапає адукованих людей. Нам треба будувати нову Білорусь, которая йде в Европу. Молодым сейчас работать негде, вон надо рабочие места, это здравоохранение еще можно жить. Но если работы нет, вот, новые рабочие места нам. Большое у меня вызывает беспокойство особенно, это молодежь, которая сегодня столько много людей безработных, которых не хватает рабочих мест. Есть предприятия, вот я узнаю и знаю из прессы, информации, что работают предприятия по 3-4 дня. Какая там может быть зарплата? Они голосуют за адукацию и охрану здоровья. На другом месте новые працовные места. Третье – капитальный ремонт жилых будинков. На спецполиклинику для чиновников, на АМАП и охрану Лукашенко 0.